Украинцы Коми готовятся к череде юбилеев. Уже в мае отметит свое 20-летие национальный хор Украина, который объехал не только всю республику, но и побывал в Эстонии. Его хорошо знают в Киеве. А в октябре этого года самой диаспоре исполнится 25 лет. Сегодня эта автономия самая многочисленная в Коми. Участники, несмотря ни на что, стараются сохранить родную культуру и традиции. Елена Кононова о том, чем живет движение. Памятник украинским политзаключенным на мемориальном кладбище Юршора, республиканский фестиваль «Червона рута», Центр национальных культур в Воркуте, украинский хор. Все это появилось в Воркуте благодаря инициативам Николая Бейзака. Его друг и коллега Михаил Федькович вспоминает, вместе с другими украинцами они сумели обустроить в заполярном городе маленький кусочек своей родины, хату, где всегда звучит яркая и эмоционально украинская речь. Когда на конференции задали вопрос, Николай Михайлович, а почему вы не, так сказать, когда вам предлагали чуть пораньше, не согласились, он сказал, что я человек серьезный, обстоятельный, если я что-то делаю, то очень серьезно. На сегодняшний момент, значит, я готов, потому что если я что-то делаю, то я делаю все серьезно. Ну и, в общем-то, я считаю, что наше мнение совпало, и республика поддержала это предложение, и мы надеемся, что теперь не только Воркута, но и республика будет на подъеме. На воркутинских собратьев всегда равнялись украинцы из других районов, перенимали опыт. Поэтому, когда на отчетно-выборном съезде на пост нового лидера предложили кандидатуру Николая Бейзака, большинство, не задумываясь, проголосовали за него. Отметим, что этот год будет непростым испытанием для нового председателя. Диаспору ждет череда юбилеев. В октябре автономии украинцев исполняется четверть века. 25 лет автономии, это надо будет, конечно, провести очень большую работу. Во-первых, собрать материалы о всех наших, тех людях, которые стояли у истоков автономии, и подготовить это мероприятие на должном уровне. Должны будут приехать люди со всех автономий, наших отделений. Думаем, что это будет большой, конечно, концерт, будет обязательно выставка наша. А вы знаете, у нас ведь сколько вышивальщиц, умелиц, рукодельниц. Такие замечательные у нас проходят выставки, люди просто любуются и восхищаются ими. Еще к одному юбилею подготовка уже идет. 3 мая на сцене Театра оперы и балета национальный хор «Украина» под руководством Натальи Масановой с размахом отметит свое 20-летие. Этот коллектив широко известен за пределами республики. Сергей Гавриленко, один из создателей хора, когда-то привез из Украины около 800 старинных песен, которые и вошли в репертуар коллектива. Чистейший украинский язык, чистейшие украинские песни, которые уже к этому времени встречаются не часто и не везде. А сейчас вообще это сложно найти. Почему? Потому что на Украине забывают уже собственный язык. И поют уже далеко не те. И когда наши попадают на Украину и поют, они говорят, а как это? Там, в Коми, поют такие песни, мы их здесь не знаем. Самое пристальное внимание Николай Бейзак намерен уделить работе молодежного крыла автономии. Задачи и приоритеты уже расставлены. Среди новых проектов – клуб украинского языка. Для него уже подготовили учебники, энциклопедии и художественную литературу. Молодежь в своем большинстве пришла к пониманию, что кто-то знает язык хорошо на уровне в совершенстве, кто-то знает разговорный. Кто-то, к сожалению, не знает, но ему это интересно. Поэтому пришли к общему выводу, что язык учить надо. И вот сейчас с апреля месяца мы начинаем еженедельные занятия клуба украинского языка. По словам активистов, у украинской автономии очень много идей. Воплотить их в жизнь под силу только грамотному организатору. И Николай Бейзак как раз из тех, кто способен вдохновить на это членов диаспоры. Елена Кононова, Ирина Шумихина, Владимир Шишкунас, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.